Хангаласском Улусе в словесной дуэли схлестнулись школьники. Состоялся муниципальный турнир по дебатам «Искусство полемики» в рамках месячника патриотического воспитания. Подробнее в сюжете Виолетты Засимовой. Турнир провели по всемирному формату школьных дебатов с целью развития дебатного движения в Улусе и для овладения учащимися технологией ведения спора. 10 школ Улуса направили по 3 учеников с 7 по 11 классы для участия в турнире, который проходил в здании Покровской средней школы номер 2. Турнир проводится в 3 раунда. Первые 2 раунда они проводятся по заявленной теме, а 3-й раунд он будет по закрытой теме. То есть участникам турнира за 30 минут будут объявлены темы, и в течение получаса они должны будут подготовить собственные кейсы, после чего начнется 3-й раунд. И, соответственно, по итогам всех 3 раундов будут объявлены 3 победителя-призера. И, кроме того, из 30 игроков будут представлены 6 лучших игроков по всему турниру. Тема первых 2 раундов была объявлена заранее – «Российская армия. Переход на контрактную службу». Так что у ребят было время подготовить свои аргументы «за» и «против». Подготовили обе стороны, то есть утверждающие и отрицающие стороны. Наша тема называется, что российская армия не должна быть полностью контрактной. И мы думаем, что не хватит денег, чтобы обеспечить полностью всю Россию. Наша страна огромная, поэтому... Контрактная армия России необходима, так как большие войны в наше время уже никогда не будут, и численность уже не имеет значения. Самая главная проблема в нынешнем обстоятельстве – это распространение терроризма. Как мы все знаем, на Ближнем Востоке сейчас распространяется ИГИЛ. Оно может дойти до и России. И чтобы сражаться с такими хорошо обученными бандформированиями, нам не нужна регулярная армия, а нужны малочисленные спецподразделения мобильных групп. В итоге в муниципальном турнире по дебатам «Искусство полемики» первое место заняла первая команда Покровской средней школы номер 2, второе место – команда Покровской улусной гимназии и 3-е место – вторая команда Покровской средней школы номер 2. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Хангаласский Улус.